Несмотря на то, что они уже проехали свыше 3000 километров, 28 участников автопробега Федерации независимых профсоюзов России в отличной физической форме. На Аллее Славы в Грозном они встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, руководством местного профсоюза и представителями республиканских властей. Завтра здесь будут другие люди стоять. Приезжает Южный округ, завтра будет старт другой автопробегу. Руководство республики также будет встречать, провожать, потому что это наша общая победа. Ветераны Великой Отечественной и молодые профактивисты получают памятные медали, посвященные столетию профсоюзов страны. С приветственным словом ко всем обращается руководство Федерации независимых профсоюзов России. Дальше мы двинемся на восток, и всего мы должны проехать 13 955 километров. Верьте, что мы обязательно доедем. Там, где профсоюзы и грозинцы, там победа. Спасибо. В ходе автопробега его участники намерены проехать 40 регионов нашей страны и посетить 9 городов-героев России. После праздничной церемонии все возлагают цветы к мемориалу на Аллее Славы. Завершится профсоюзный автопробег в городе Магадан. Он идет по 40 субъектам Российской Федерации, то мы незримую связующую нить проводим между всеми регионами, между всеми народами, которые живут на необъятной территории нашей Родины, потому что у нас единая страна, единые цели, а самые главные цели – развитие страны и благосостояние каждого человека. Одна из задач автопробега – показать, что профсоюзное движение твердо стоит на позиции защиты интересов трудящихся, сохранения их рабочих мест, повышения заработной платы, создания безопасных условий труда и сохранения социальных гарантий. Автопробег посвящен 70-летию Великой Победы. Это имеет непосредственное отношение к нашему народу, нашей республике. Мы знаем, что десятки тысяч представители нашего народа героически сражались на фронтах Отечественной войны и добились Великой Победы. Мы наследники этой победы, это для нас очень значимо. В числе 10 машин автопробега профсоюзов и ретроэкспонат. Это советский автомобиль «Победа» 1950 года выпуска. Он восстановлен умельцами на 100% из оригинальных деталей этой машины. Причем на скоростной трассе «Победа» загружает в прицеп, чтобы успевать за автоколонной. Естественно, мы обращались и на завод «ГАЗ», естественно, обращались в музеи, обращались в галереи, которые занимаются реставрацией автомобилей. Это продукт коллективного творчества. Ребята долго готовились к этому многотысячному автопробегу. Машины специально усилили крепкой ходовой частью, стальной защитой картера и мощными лебедками. Рации в дорогу. Впереди будет не только асфальт, но и весеннее бездорожье Магаданской области. Поэтому все автомобили, включая микроавтобусы, полноприводные. В ходе автопробега участники проведут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, руководством профсоюзного движения регионов страны и молодыми профактивистами. Адлан Дудаев, Хаважи Мунаев. Новости.